прямом эфире новости Татарстана в субботу. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Азнакаевский хлеб республики. По доброй традиции мы отправляем первый хлеб на Ютазинский элеватор. Здесь вот все руководители, ветераны, главы сельских поселений. Как отправляли первые обозы с урожаем 2019 года, расскажет Ленар Гинатуллин. Хвостатые и кусачие. Не собаки опасны, а опасно, как их воспитывают. В России опубликовали список 12 опасных собак. Что это значит и как будет работать федеральный закон, разбиралась Анна Городнова. Эх, ярмарка! Все 3 дня здесь веселье, радость. Как елабужане сегодня погрузились в народное пение и колокольный звон. На Спасской ярмарке услышал Рамиль Шайдулян. Сами себе судостроители или кругосветное путешествие от Свияжска. Прошлое кругосветное плавание у нас было 3 года. Мы посмотрели 50 стран. Чем точно запомнится первый фестиваль «Народная лодка», знает Сергей Хайдаров. Азнакаевский хлеб республики. Сегодня обозы с первым урожаем 2019 года торжественно проводили в Азнакаево. Зерна собрали 6000 гектаров полей. Урожайность 37 центнеров с гектара. Зернышко к зернышку. Урожай в этом году отменный, не скрывают местные аграрии. Но набрать темп мешают дожди и холода, говорят они. О том, как азнакаевцы радовались первому хлебу года, в нашем репортаже. Первые 15 КАМАЗов с новым урожаем отправляются на Ютазинский элеватор. Это большой праздник для всего района. И мы от всей души говорим вам: добрый час, хлебороб. Все хозяйства участвовали дружно. И мы у нас традиционно уже 8-й год эту традицию соблюдаем. Традиционно отправили Ютазинский элеватор. Аграрии не скрывают, зерно урожая 2019 отменная. Собираемость превысила 37 центнеров с гектара. Сегодня убрано более 6000 гектаров площадей зерновых культур. Средняя урожайность 37 центнеров с гектара. Хлеб в этом году выращен прекрасный, но нужно вовремя убрать. Вот погодные условия пока, конечно же, не позволяют. На погоду кивают, но дело свое делают. Хлеборобам сегодня праздник. Для них оркестр, творческие номера и благословления. За качество отвечаем. Вот и дегустация хлеба из первого урожая. За горячим и свежеиспеченным очередь. Начало есть. Осталось вовремя и без потерь собрать урожай. Работы в районе планируют завершить ко Дню Республики. Ленар Гинатуллин, Рамиль Усманов, ТНВ, Азнакаевский район. 68% работ по программе капремонта многоквартирных домов выполнены. Об этом сегодня в Доме правительства сообщил глава Минстроя. В этом году должны привести в порядок 942 высотки. Однако в некоторых городах и районах республики подрядчики вовсе не приступили к работам. Так, в Челнах в 8 домах даже не началась замена кровли. Я прошу ГИСУ совместно с Челнами. Там у них 8 крыш вообще не начато. Вообще не начато. То есть по Казани, Высокой горе и еще Елабуга. То есть по Елабуге торги есть не объявлены. По Казани, по Высокой горе буквально вот прошли торги конец июля, начало августа. Соответственно, я прошу внимательно посмотреть. И Сергей Аркадьевич здесь, да? Нет, Краев. Тоже. Потому что формально прошлый год у нас было по Челнам, по кровлям. Там ничего хорошего не будет в итоге. Или пусть переносит, тогда, значит, подрядчик в черный список попадет, или пусть активно трудится. Сильный дождь, грозы и ветер до 23 метров в секунду. Синоптики Татарстана прогнозируют ухудшение погоды с начала следующей недели. По данным Гидрометцентра, в республику войдет очередной циклон с юга. В понедельник ночью похолодает до 9 градусов тепла. Днем столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов. По словам синоптиков, всю неделю температурный фон сохранится низким на 6-7 градусов ниже средних многолетних значений. Потенциально опасное, агрессивное поведение непредсказуемо. Это о собаках, которых отныне можно выгуливать только в наморднике, на поводке и на огражденной территории владельца. Список из 12 пород утвердило правительство страны. По данным Роспотребнадзора, только за прошлый год число нападений собак на человека по России достигло 100 000. Кусают как домашние животные, так и бродячие псы. Что изменится, выясняла Анна Городнова.
Бойцы на арене. Их используют для травли, а поведение до сих пор не до конца изучено. Агрессивные, массивные, селекция на лояльность человеку не велась. Именно 12 таких пород попали в список потенциально опасных. Бульдоги, бульный кут, бандок, питбуль-массив и все породы, которые вывели путем скрещивания волка и собаки. Австралийская овчарка в этот список не вошла. Порода изначально выведена как пастушья. Но при неправильной дрессировке, говорит Валерий Соловьев, и маленький пинчер может покусать незнакомца. Можете погладить, можете похвалить. Нет опасных пород. Есть неправильно воспитанные собаки. Старается собака. Молодец, хорошо, умница. Этот пес мог бы так и остаться бродячим и сбиться в стаю, если бы не попал в руки инструктора. Лилия приютила его щенком. Обучение, говорит, ежедневный труд. А с крупными бойцовскими собаками это еще и ответственность хозяина. Человек, берущий в дом собаку, тем более крупной такой породы и охранной, или какой-то там, как там написано, там, например, американский бульдог, он должен сознавать, он, во-первых, должен почитать, для чего эта собака выводилась. В тот день, когда утвердили перечень опасных собак, в Стерлитамаке питбуль, гулявший без намордника, мертвой хваткой вцепился в бедро 3-летней девочки. Если бы не помощь прохожих, это нападение закончилось бы трагедией. К слову, собака этой породы в список не вошла. Опубликованный список опасных собак – это подготовка ко вступлению в силу пунктов федерального закона. С Нового года он запрещает выгул без намордника и поводка вне зависимости от места. То есть выйти на дрессировку даже вот на такую специальную оборудованную площадку уже не получится. Исключение сделали лишь тем владельцам, кто выгуливает опасную собаку на своем участке. Такая территория должна быть огорожена забором, а на нем висеть предупреждающая надпись. Но как будет работать закон? Участкового ведь каждой собаке и хозяину не представишь. В парках, например, мы увидели много примеров, когда животные, хоть и на вид не опасные, гуляют без намордника. Дворовые практически, беспородные. То есть без намордника выходите? И с намордником ходим, и без намордника. Я даже сама видела несколько таких случаев, когда собаки нападали на детей. К счастью, наш маленький друг, он не входит в этот список и очень любит детей. У нас есть это во дворе, это Муся, или как там, Мася, ее зовут. Она, конечно, без намордника. Вопросы же разведения собак, обязательной стерилизации, чипирования, лицензии пока остались за бортом закона. Хотя, например, в Германии и США вы не сможете просто так без разрешения купить щенка любой породы. Он должен пройти курсы, он должен четко знать об этой породе все. Он должен нести за нее, он несет за нее ответственность. Не собака виновата. А вот где бы нужно было доработать, считают кинологи, это решить проблему бродячих псов. Ведь отлавливать их, как правило, начинают уже после нападений или громкой огласки. Анна Городнова, Алмаз Зайдинов, ТНВ, Казань. Запрет на покупку автомобиля, если нет гаража. Многие СМИ рассказывали о новом законе, который заставит всех покупать гараж как условие для приобретения автомобиля. То есть вы можете стать обладателем авто только в том случае, если у вас есть где его хранить. В Комитете Госдумы по транспорту и строительству эту информацию опровергли, так как нет никаких вступивших в силу законов, касающихся гаражей. Равно как нет и законопроектов по изменению условий для покупки автомобиля. Мы спросили у горожан, как они отнеслись бы к такому законопроекту. Не, мне кажется, ни к чему такой законопроект. Потому что, наверное, не каждый себе сможет и гараж позволить. С гаражами, наверное, сложнее. Может быть, в наше время уже какие-то парковочные места. Вот просто стоянку делать отдельно и все, чтобы никому ничего не мешало. У нас сделан очень хороший тротуар, и машины не паркуются во дворе. Может быть, он деревню будет держать, или за городом, или как-то ему ездить надо. Причем тут место. Места нету. А где столько гаражей найдут? Вы поймите. Это надо за городом гараж покупать. И чтобы взять машину, ехать за город. Шпалы, рельсы, локомотивы и сотни тысяч километров. Сегодня в Казани отмечали День железнодорожника. Для зрителей развлечений шоу, лучшим работникам почетные награды. А дети смогли почувствовать себя машинистами. Входной сигнал открыт. Отправляемся по готовности. День железнодорожника для Алии и Эльвины начинается на рабочем месте. Девочкам по 13, но они уже уверенно управляют локомотивом. Это детская железная дорога. Девочки уже 2 года здесь осваивают будущую профессию. Что это за кнопка? Это рукоятка бдительности, которую надо периодически нажимать. А если не нажмешь, что будет? Поезд остановится. Несмотря на то, что это детская железная дорога, здесь все по-взрослому. Поэтому и проверяется бдительность машиниста, ведь за спиной локомотива ровно 5 полных пассажирами вагонов. Большая ответственность. Ответственность за людей. И
вдруг что-то не так пойдет. Железная дорога в Казани появилась в далеком 1894 году. Тогда по ней можно было добраться лишь до Москвы. И вот спустя 125 лет Казань – одна из крупнейших железнодорожных развязок, через которую проходят многокилометровые стальные артерии. Сегодня в поселке Юдино не протолкнуться, и это понятно, здесь центр железнодорожников. Пробег на локомотиве в 1 миллион километров. Награждается Благов Олег Владимирович. Олег 24 года управляет локомотивом. Сегодня заслуженная награда. За время работы ни одной аварии. Все говорит благодаря опыту. Ехал на остановочной платформе, остановился, пассажиров высадил, посадил, закрыл дверь. А электропоезд движения не приходит, чтобы неудобств с пассажиром не доставить. Привести поезд по графику, по расписанию. Все свои технические возможности вспоминаем. Мы чествуем тех, кто добился высоких заслуг. Чествуем ветеранов. Награждаем наших передовиков производства. Наградили 65 железнодорожников. Для них почетные грамоты и медали. Ленар Гинатуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 23 автомобилиста из Германии сегодня в Казани. Все они участники автопробега «Дружба Берлин-Москва». Главное для них – общение, крепкие отношения с Россией, дружба без политики. Чтобы оказаться в столице, они преодолели путь в 40 тысяч километров. Они уже побывали в Москве, Великих Луках, Тамбове, Самаре и Саратове. В Казанском доме дружбы активисты национально-культурной автономии немцев Татарстана рассказали гостям о регионе. Наши масс-медиа показывают про Россию совсем не то, что мы видим здесь на месте. В Россию приезжаем уже 3-й раз, люди очень открытые, доброжелательные. Наша цель – понять, какая действительно жизнь в России, пообщаться с живыми людьми, оставить политику и просто дружить. Они не хотят никаких ссор и трений между Россией и этими странами, Германия тут в первую очередь имеется в виду, и хотят дружить, сотрудничать всячески, как только можно. И хотят свой, так сказать, народный вклад вложить в это дело. О людях труда на холсте и маслом. Такие работы выставлены на экспозиции, которая открылась в Казани. Приурочили ее к предстоящему WorldSkills. Главная особенность – почти все изображенные на картинах люди – это реальные передовики труда. Какими они были еще чуть более полувека тому назад, увидел Рамиль Шайдуллин. Вот первые герои нефтедобычи, а вот в поте лица за урожай бьются селяне. Каждая картина – это история. История труда простых рабочих людей. Это вечная тема, мы же все трудимся. Художники пишут картины, журналисты берут интервью. Их взгляды устремлены в будущее, а за плечами вспаханная целина и рекордный урожай хлеба. Все они реальные люди, которых находили лучшие художники 20 века. Здесь и живописные работы посвящены просто портрету человека. Человека, который трудится на стройке, на нефтяных каких-то базах. Строительство КАМАЗа, конечно, здесь есть. Нефтяники, хлеборобы, заводчане, строители или рыболовы. Свое отражение в этом искусстве нашли без привлечения все трудовые профессии той эпохи, как на холстах, так и словно сойдя с них. Это посевная для механизатора, механизатора. Фотограф Рамиль Гали представил виртуальную фотовыставку. Здесь и медики, и милиция, и селяне. 10 лет он собирал на пленке героев конца 20 века. Это время было одно из самых интересных, потому что слава труду и труд был в большом почете. Выставка актуальна, своевременна. Особенно, вы знаете, в канун чемпионата мира по профессиональной подготовке среди молодежи. У нас же в августе соберутся люди со всего мира. Именно этому событию и посвящена выставка с простым названием «Слава труду». Какие-то вещи понятны, да, заводы, нефтеперерабатывающие, это все понятно. Но есть какие-то профессии, которые, может быть, будут вызывать вопросы. Скриперисты, зверобои. Узнать о них больше можно до конца августа. Выставка работает в Национальной галерее Хазина. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня на площадке Национального музея в Казани сцены из походной жизни XIX века, эпизоды боевых действий наполеоновской кампании и выступлений кавалеристов. Такую полномасштабную военно-историческую реконструкцию посвятили Отечественной войне 1812 года в рамках межрегионального фестиваля «Восток-Запад Отечественной войны России». Сегодня для гостей не только реалистичная картина тех лет, но и мастер-классы молодого бойца. Созыву ополчения, принятию в ополчение русских крестьян, нападение французской армии на деревню, отбитие,
нападения французской армии на деревню. Вот этому и посвящена наша сегодняшняя реконструкция боя. Частушечный баттл поколений, уникальные самодельные судна и люди, для которых вода – это дом родной. Сегодня в Свияжске впервые провели фестиваль «Народная лодка». На воду вышли десятки экипажей, каждая уникальна. Почему, чтобы наслаждаться водными просторами, не обязательно копить на яхту, знает Сергей Хайдаров. Из-за острова на стяжень, на простор речной волны выплывают расписные. Сегодня для акватории реки Свияга не совсем обычная картина, потому что вышли в нее вот такие вот необычные судна, как вот это, например, сделанное, видимо, своими руками, нам вон машут очень приветливо. Сделано оно из катамарана, и временами за это судно становится, ну, честно говоря, страшновато. Но так или иначе, картина, конечно же, очень красивая. Задняя часть вашего катамарана, она как бы идет ко дну, нам показалось? Да, вам показалось, да, это ее конструктивная особенность, то есть она притапливается. А это плывут юнги из соседней Мариэл. Команда, как и корабль, большая, все четко и слаженно. Это не первое их путешествие. Мы прошли в общей сложности 2000 с лишним километров. В таких походах очень много всего происходит. Со своей командой ты знакомишься как с родными. Для кого-то прогулка по Свияге – испытание, для других – часть большого путешествия. И именно отсюда яхта «Эпсилон» идет в кругосветное плавание. Прошлое кругосветное плавание у нас было 3 года. Мы посмотрели 50 стран. А сейчас я вообще хочу лет на 10. То есть... Тем временем на берегу праздник. Одни готовят уху по уникальному рыбацкому рецепту, другие участвуют в настоящем частушечном батле. Прихожу, а дома охают родители мои. Ох, петь, да я, да плясать, да я, как картошку копать балит головушка моя. Много ездим по деревням, там бабушки поют с таким задором, что мы просто сами понимаем, что это надо сохранять, и поэтому нам тоже это нравится. Вот сегодня как раз у вас с бабушками, по-моему, баттл даже случился. Как считаете, кто в нем победил? Конечно, мы. Здесь же на площадке фестиваля открылся и музей лодок. Некоторые экспонаты поражают воображение. Мне самым интересным показался вот этот. Эта лодка сделана из самого наименьшего количества деталей. Все потому, что ее днище было выбито из цельного дерева. Не так важно, как они сделали. Главное, чтобы они были доступны для народа. То есть не обязательно покупать дорогую яхту, да? Конечно, можно взять... немножко почитать литературы, купить там лобзик, фанеры и вот построить, ну, например, вот такую вот лодочку Дори. Самая простая лодка. Насладиться видами Свияжска и успеть посетить фестиваль. Народные лодки будут на острове Граде еще и завтра. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ Свияжск. День села отметили в одном из старейших поселений республики. Татарской бездне Дрожановского района больше 1000 лет. Жители объединились, чтобы оживить и сохранить село. Уже 10-й год на праздник съезжаются со всей России. Увидеться с родственниками, бывшими одноклассниками и друзьями. Куда хочется вернуться, расскажет Лилия Кашфарова. В селе Татарская бездна живет почти 300 человек, половина за этим столом. Женщины и мужчины сидят отдельно, мулла произносит молитву и начинается аш – мусульманское застолье. Это традиция, и ей уже 10 лет. Люди трудолюбимые, трудоспособные, народ дружный. В основном занимается сельскохозяйством. День села традиционно отмечается в деревне Татарская бездна. В переводе с татарского «бай-узянь» – богатая местность. Местность действительно богатая не только урожаем, но и талантами. Один из них – известный казанский врач Рустам Бакиров. 10 лет назад спускался с местных гор, увидел редеющие дома и стало грустно. С тех пор он инициатор и хранитель праздника. Мы всегда хотим видеть вчерашние наши деревни, какие они красивые были. Они были естественные, полное взаимопонимание было и семье, и среди соседей. Но деревня всегда спокойно была. Субботник на кладбище, обед, затем на второй сабантуй. Народные песни, соревнования, национальная борьба «Куряж» за настоящего барана. Каждый год тематический. Для маленьких театр, фестиваль гармонистов, для всех. В первую очередь помогает детям сохранить свои традиции. Я приехал, уже давно не видел свои корни, вот родственников своих увидел. Все собираемся, увидим друг друга,
все родные друг другу. Сельчане помогают и по благоустройству. Отремонтировали клуб и школу. Ходить некому, да и учеников всего 8. Жители твердят, нужна молодая кровь. Это новая жизнь для села. Лилия Кашварова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Дрожжановский район. Все как по нотам. На Спасской ярмарке в Елабуге сегодня музыка и колокольный звон. Сотни людей стали гостями фестиваля авторской песни и колокольной игры. Участники со всей России показывали мастерство, а зрители – живой интерес к тому, как музыка может объединить. Разгадку этому искал и Рамиль Шайтуллин. Сколько можно обманывать себя? Петь о том, что хочешь, под гитару и на большой сцене – это было мечтой Марии Ларионовой. И вот она сбылась здесь, в Елабуге, на сцене фестиваля авторской песни. Очень классно, когда ты играешь и поешь, и даже какие-то такие недочеты, знаете, это вот именно и душа. Живая игра и неподдельные голоса – все это в фестивале вдохновения. Он проходит в 19-й раз и не отходит от главной цели – дать дорогу авторам-исполнителям. У нас авторство хотя бы либо слов, либо музыки, мы считаем исполнителя уже автором. Этим-то авторская песня отличается от других жанров музыки. Здесь каждый поет то, что сочинил сам, а после и выходит с этим на сцену. Чаще всего один, поэтому и играть тоже нужно уметь. Также просто играть уже не на тонких струнах, а многотонных церковных колоколах. Могут особые люди, звонари. Показать, каким бывает колокольный звон, они приехали в Елабугу на всероссийский фестиваль. Эта мелодия должна быть приятна для слуха, для слушателей, которые находятся внизу или стоят рядом с тобой. Мир в душе и благодать. А вот эти ребята всегда добавят задора. Уже несколько лет в дни ярмарки выступают ваукикуна, потомки инков и большие друзья России. Здесь более открытые люди, чем где-либо. В России очень много наших поклонников. Они постоянно видятся с нами. Эта открытость очень подкупает. С таким настроением все, кто сегодня приехал в Елабугу, тысячи людей. Для них большая Спасская ярмарка. Все 3 дня здесь веселье, радость, людям дарят радость. Мы очень собирались давно, действительно, и приехали. Выбор товаров лучше становится, то есть люди работают. И я радуюсь, что действительно здесь у нас в Татарстане есть город Елабуга, есть Спасская ярмарка всероссийская. Люди в Татарстане с охотой, с удовольствием подходят к нам, спрашивают, интересуются. А еще покупают и проникаются музыкой. Сегодня в Елабуге она льется буквально отовсюду. Рамиль Шайтуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Елабуга. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А сейчас все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Всем привет! Сегодня в Казани аномальная жара – 45 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 50 градусов тепла. А теперь прекратили мечтать, погода на этой неделе далеко не айс. Описать ее можно только одной картинкой. Но мы с вами не расстраиваемся, потому что нас ждет жаркая подборка новостей интернета за эту неделю. Это рубрика «В сети». Начнем! Среди молодежи есть поверье, что если в тебе виски, кола, то ты королева танцпола. Видимо, одна из казанских девушек слишком уж злоупотребила данным поверьем. Это танцевальное видео уже облетело весь Рунет. Ну и как бы это ни удивительно было, вся страна осуждает девушку, потому что она танцует на чужих автомобилях. Полиция сразу же установила ее личность, но не успели за ней выехать, как сама пришла в отделение и созналась. Да, это жестко. К чему я это все? Чтобы вы никогда так не делали. А следующий ролик – это яркий пример того, как надо поступать. В Чистополе дети очищали пляж от тины. Нет, не от тины Канделаки, а от зеленой тины, от которой вода немного фу.
Ролик с детьми набрал уже 250 000 просмотров. Привели в порядок пляж на берегу Камы. И после появления видео в соцсетях администрация района организовала массовую уборку на городском пляже. Вот она, настоящая сила интернета. Просто нужно ее правильно использовать. Небольшая фотоподборка. На Баруди замечены вот такие милые козы. И пользователь спрашивает, чьи козы? Пришла беда, откуда не ждали. В Камском устье асфальтоукладочная машина провалилась под асфальт, который сама же укладывала. Ну и самая, по мнению пользователей сети, зрелищная фотография. Это реставрация памятника Родина-Мать в Волгограде. А сейчас топ-тем, которые меня больше всего интересовали татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Максим Дадашев, российский боксер, который ушел из жизни на 28-м году жизни. На втором месте снова группа «Металлика», которая спела группу «Крови». Замыкает топ чемпионат Европы по триатлону, который прошел в Казани в прошлые выходные. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Сенсация! Спешите видеть! В Казанском цирке индийские слоны с 26 июля. Цирковое гигант-шоу. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное-время.рф. Для лиц старше 16 лет. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Волга-радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! О погоде на воскресенье после небольшой информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 августа в Татарстане будет малооблачно, но во второй половине дня местами пройдут дожди. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево плюс 19, тут без осадков. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге местами небольшой дождь и 18 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске преимущественно без осадков плюс 19. Для северо-запада 4 августа будет умеренно теплым и без осадков плюс 18. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном облачно, дождь, но тепло, плюс 19. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также 19 градусов выше нуля, переменная облачность и без осадков. В последующие дни температуры станут ниже, пройдут дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор на 2019-2020 учебный год по направлениям подготовки. Журналистика, теология, лингвистика. Документы принимаются до 15 августа. Телефон в Казани 251 01 55. Жителей Казани ожидает облачная погода с прояснениями без осадков. Дневная температура 18 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.